Согласно статистике Всероссийского центра изучения общественного мнения, у 60% россиян есть домашние животные. В том числе они есть и у студентов и сотрудников нашего университета. Какие у них животные и почему хозяева решили завести нового члена семьи, мы сейчас пойдем и узнаем. Есть ли у тебя домашние животные? Какие они? Как их зовут? У меня есть кошка, ее зовут Багира, она такая темненькая, породы не знаю. И есть песик, хаски, его зовут Персик. Да, у меня есть одна собака. Есть одна кошка. Ну, вообще у меня имеется кот, его зовут Фаер. У меня две черепашки, одну зовут Хося, а другую Тося. Одна кошка. У меня есть попугай. Это две собаки, одна из них Той Фокстерьер. Нет, подождите, Амер Той и Джек Рассел. У меня есть кот Ваня и собака Герда Лабрадор. Два домашних животных – это кот и кошка, они оба британцы. У меня есть кошка. У меня есть кошка, ее зовут Соня, и есть собака, ее зовут Грейс. Сиамская кошка Сара по кличке Сара и персидский кот Семен. 6 кроликов, но они не домашние, имен у них нет, но все-таки они есть. Расскажите, как она появилась? Это очень интересная история. Ее моя мама подобрала с улицы. Она заметила, как кошка ищет еду, схватила быстро себе в руки и принесла домой. Мой домашний питомец появился очень неожиданно, я хотела сама выбрать, но мне его подарили на Новый год, притащили котенка прямо с приюта. Отчим ездил на рыбалку, увидел там котенка и забрал себе. Мы как-то с мамой решили в моем классе 9 купить кроликов, мальчика и девочку. Они расплодились, у нас их было 19, потом мы распродавали их, и их сейчас осталось 6. Ну, я, конечно, очень давно хотела какое-то необычное домашнее животное, там ни кошку, ни собаку, но никак не решалась. И шла по улице, и летом женщина продавала черепашек. Ну, в общем, она сказала, они не вырастут, они декоративные. Я их купила, поверила. Они выросли вот такие уже большие. Одну мы взяли, потому что мы захотели, а второго мы взяли, потому что первый оказался маленьким, и с ним гулять было невозможно. Если честно, это все получилось спонтанно. Я вообще не собиралась заводить, я просто зашла на работу к сестре, и женщина принесла котят. И просто я влюбилась в эту кошку, и вот получилась она у меня 20 лет, девочки уже. Кота Ваню моя мама подобрала, когда он был маленький, в подвале. А собака Герда Лабрадор, ее забрали у плохих хозяев. Как вы готовились к появлению питомца? Ну, мы получили рекомендации от приюта, какой корм нужно купить, какие лотки приготовить, наполнители и так далее. Вот, и все это подготовили. Мы покупали клетку, было их несколько. То есть мы перебирали варианты разные, пытались как-то приспособиться к этому, покупали корма, много читали информации в интернете и тому подобное. Это было все достаточно спонтанно, и мы уже начали по факту все и покупать все, что ей необходимо. Корм на первое время нам дала заводчица, а далее мы уже сами приобретали, что нам было необходимо. По вашему мнению, с какой информацией стоит ознакомиться перед тем, как заводить домашнего питомца? Конечно, нужно обдумать каждый шаг, прежде чем заводить каких-то домашних животных, потому что это очень большая ответственность. Они не могут долго без хозяина, особенно кошки, поэтому надо все взвесить все за и против. Может, если у тебя, например, работа связана с частыми командировками, они очень стрессуют, когда их оставляют, поэтому надо всегда думать сначала о животных, а потом уже о своем состоянии души. Прочитать об особенностях породы, обязательно нужно прочитать, как общаться с этим животным, потому что все животные абсолютно разные, как люди. И обязательно нужно пройти небольшой ликбез по кормам, по уходу, потому что животным, как и людям, нужны различные чекапы, нужны различные диеты. И вот. Из-за каких факторов стоит отказаться от заведения домашнего питомца? Самый главный фактор считается в семье. Если это семья, то ребенок. Не все дети переносят животных, такие как аллергия, очень много болезней. Я думаю, отказываться от домашних животных, если нет аллергии, не стоит. Шерсть, порча имущества, но все это нивелируется из-за того, что это очень мягкое, пушистое создание. Мне кажется, если дома очень мало пространства или вы очень редко бываете дома, Наверное, если только из-за своей собственной лени отказаться от собаки, если будет с ней лень гулять. И если заводить щенка, то нужно быть готовым к некому ущербу, который она может нанести в процессе роста. есть маленькие дети, например, то попугаи очень шумные, они очень шумят.
и их нужно либо не заводить совсем, либо в самую дальнюю комнату отводить. Ну, я думаю, что только из-за здоровья или из-за отсутствия чувства ответственности. Как ты поздравишь своих любимцев? Позвоню маме по телефону и попрошу передать трубку моему коту, он всегда узнает меня по голосу. Обниму и почаще буду выводить завтра их гулять. Сделаю тортик из паштета. Я позвоню маме, скажу: мамочка, обними каждого кролика. Креветочки им положу в аквариум, они любят очень. Вы представляете свою жизнь без ваших питомцев? Нет, уже не представляю. Абсолютно нет. Почему? Потому что, мне кажется, как старое утверждение, собака друг человека. Ну нет, я уже привыкла к этому будильнику в 5 утра. Раньше могла бы, сейчас уже нет. То есть без животных жить очень грустно. Во-первых, они помогают морально, да и физически тоже помогают, хотя не в плане там финансов, да, но в плане того, что придут и успокоят. Также они чувствуют ментальное состояние хозяина. Нет, уже нет. А почему? Я привыкла, что я с ними играюсь, я их люблю выпускать, они бегают у меня по полу. Вообще нет, не представляю. У меня с детства всегда были животные. Это были и черепахи, и морские свинки, и собаки, и кошки. И я считаю, что животные домашние делают нашу жизнь намного лучше.